скоро конец света. Давай я лучше расскажу тебе про его начало. Однажды, когда ты была очень маленькой. Все истории начинаются по-разному. Это началось полвека назад. Вот уже 50 лет, как эта электростанция является основной электростанцией, которая обеспечивает электрической и тепловой энергией Центральный энергорайон. Станция была введена в эксплуатацию 10 января 1970 году. Строилась она в условиях месячной мерзлоты. Она изначально экспериментальная, на сваях, как газовые турбины. Она всегда была передовой, считалась, потому что первая станция на вечной мерзлоте, особое внимание было со стороны Минэнерго Советского Союза. Красное знамя, посещение людей, даже Косыгин приезжал, космонавты приезжали. Я уверен, что эта станция внесла очень серьезный вклад в развитие нашей Якутии, нашей республики любимой. Ну и она сегодня надежно работает. 50 лет работать так, чтобы никому не приходилось задумываться. А как она работает? Сердце Якутской ГРЭС – газотурбинная установка. Газотурбинная установка работает, его основное топливо – это газ. Газ поступает в камеру сгорания, компрессор подает в камеру сгорания воздух, получается газовоздушная смесь, зажигается, а продукты сгорания уже вращают турбину. Турбина вращает генераторы, и на генераторе мы уже получаем электрическую энергию. «10 киловольт напряжения идет на открытую установку трансформаторов. Трансформаторы повышают напряжение с 10 киловольт до 110 киловольт. Идет в закрытое распределительное устройство. 110 киловольт электроэнергии распределяется по линиям. От нас исходит 6 линий 110 киловольт. Таким образом, напряжение у нас ушло к потребителю. На протяжении почти 50 лет мы работали изолированно. И любое отключение, любое возмущение в сетях мы чувствовали на себе. Без света, без тепла нет и жизни на севере. Ответственность? А что, если на улице минус 50? И между людьми и морозом только ты. Состояние души, наверное, такое, как бы повышенной ответственности для себя и для всех. Тут 50 градусов холода, сотни тысяч людей, никаких резких движений, все должно по плану, грамотно. Она даже, вот, как говорят наши руководители, она полувоенная. Здесь очень строгая дисциплина, четкое выполнение всех приказов, распоряжений, указаний. Оборудование всегда, оно работает, все, но резерв, если даже немножко уходил куда-то, приглашали в ночь, люди выходили, устраняли, и чтобы запасное оборудование всегда работало. Мы находимся на аварийном источнике мощностью 12 мегаватт, который обеспечивает собственные нужды в период полного отключения станции для запуска основного оборудования. В течение 2 часов можно станцию поднять с нуля. Постоянно в течение ряда лет занимались либо строительством, либо реконструкцией. И сегодня новый шаг. Строительство новой станции – это повышение надежности в разы. Мы с 1 января 2019 года работаем в единой энергосистеме. За счет того, что мы работаем в общей энергосистеме, наши потребители тоже подключены к общей энергосистеме. Дефицит мощности можем покрыть за счет мощности перетока с юга
И мы работаем уже на оптовом рынке. Повышается требование к качеству выдаваемой электроэнергии. Оптовый рынок – это совсем другая атмосфера, совсем другой мир, так скажем, нежели изолированная система. Ну и нам, где-то в глубине души тоже стало спокойнее немножко работать. Конечно же, уже были применены все новейшие технологии, новейшее оборудование. В условиях севера практически не эксплуатируется. И вот у нас опыт первой эксплуатации мы нарабатываем. Такая судьба. Всегда осваивать новое и идти по своему пути. Так было 50 лет назад, так есть и сейчас. А каждое поколение, оно какие-то задачи решало и передавало свои знания новому, потом новое оборудование, опять очередные задачи. То, что мы научились за 50 лет эксплуатировать вот здесь, в 3 поколения, вот это поколение сейчас учит новое поколение эксплуатации ГРЭС-2. Каждому молодому специалисту прикрепляется наставник. Отрабатывает с ним какое-то время, согласно программам, и помогает в дальнейшем. Вообще энергетика, система такая, что все-таки люди подготовлены на всех местах. Мы затрагиваем все, так сказать, агрессивные сферы. Это напряжение, температура, давление. Поэтому от персонала требуется максимум внимательности, максимум сосредоточенности. У нас делается все для того, чтобы она была менее опасной. У нас, согласно графику, проходят совместные тренировки. Дежурная смена и наш дежурный караул. То пожар, допустим, в трансформаторах. Все время мы это отрабатываем, все эти действия. Я пришел на Якутскую ГРЭС работать в 1984 году. Уже как домой приходишь. Потому что большая часть жизни прошла здесь. Станция – это второй дом, если не первый дом. Супруга сейчас тоже на Якутской ГРЭС работает. И сын тоже. Династия у нас уже пошла. Гордость вызывает, что мы все работаем в энергетике. И сын будет продолжать работать в энергетике. Первый раз меня отец сюда привел. Это был 68 или 9 год на экскурсии. Еще ничего не было, только один каркас. Я выше 2-го этажа, мы жили здесь в деревне, не подымался. А тут я поднялся на 18-ю отметку, увидел маленькую бочку, меня это впечатлило. У многих родители работают, дети, внуки. Наверное, все-таки в крови что-то есть, раз все тянутся в одну отрасль. В рамках станции мы ощущаем себя как единая семья. То есть любая задача, которая стоит перед станцией, она решается совместно. У нас люди, так скажем, сопереживающие, переживают и за население, переживают и за электростанции. И, конечно же, прикладывают максимум усилий для того, чтобы вся у нас и тепловая, и генерация, и электрическая генерация, она была всегда в надлежащем состоянии и всегда надежно обеспечивала наших потребителей. Сотрудники Якутской ГРЭС не только работают слаженно и рука об руку, но и отдыхают тоже вместе. Команда «Якутскэнерго» была создана в 2010 году. За это время мы выиграли 8 чемпионатов Республики Саха-Якутия. Только здесь можно разрядиться, получить удовольствие, набрать сил. Команда зависит от кого? От командира. То есть командир создает так команду, что она выступает именно командой. Все меняется. Новые задачи, новое оборудование, автоматизация. Но главное, что остается неизменным, это люди. Все такие же сильные. В Якутске у нас тепловые сети в 4-трубном исполнении, когда как в других городах в 2-трубном. То есть это двойная надежность. И для того, чтобы быть двойным надежным человеком, необходима колоссальная выдержка, ответственность. Самая главная команда. Она была у нас всегда. И наша задача сейчас ее поддерживать и создавать новую. Надо любить свою работу. От работы нужно получать моральное удовлетворение.
Мне нравится, что вот я прохожу, оно не крутится. Я пришел, сделал, оно заработало. Я всегда так в шутку говорю, что есть такая профессия – Родину освещать. Мы растем, развиваемся, причем развиваемся все 50 лет. Мы находимся сейчас на этапе предпроектных изысканий на строительство второй очереди Якутской ГРЭС. Установленная мощность, она будет не меньше, а выше, чем на сегодняшний день. Строительство ЕГРЭС-2 дает будущее нашей энергетике. Хочу сказать, чтобы они смотрели с уверенностью в будущее. Их работа дает плоды для развития нашей любимой республики, нашей страны. Приносишь людям тепло и свет, пользу людям. Наверное, это и помогает нам на нашей работе. Как-то добро даю людям. В каждом доме тепло, светло, где-то рождается ребенок, где-то в детском саду детишки играют. Вот это чувство гордости, чувство ответственности, оно такое переполняет каждого сотрудника. 50 лет Якутской ГРЭС. С Новым годом жизни, любимая станция!